Все. Здравствуйте, Петр Митрофанович. Мне бы хотелось задать вам пару вопросов. Правда ли, что все события, которые происходили в рассказе «Дай доброты его сердечку», были в реальности? Если да, то кто стал прототипом героев? Да. Вот послевоенное детство было богато, настолько было богато событиями, что выдумывать не было никакой необходимости. Значит, все, что там в повести, это было на самом деле. А дружба-то она, вот, когда людям нечего есть, когда пухнут от голода, умирают, тут честность, дружба стоит дороже золота. И она, эта честность, была и среди взрослых, и среди детей, среди нас. Поэтому было бы даже и нечестно что-то придумывать, что-то привинчивать там к тому, что было на самом деле. Зачем? Нужно писать то, что есть, вот другое дело, что писать нужно языком литературы, а не просто там сухие какие-то сухие сведения о том-то и о сём-то. А когда это в книге, когда это написано в свою очередь с чувством, это дорого стоит особенно для детей. Они подчеркивают то, что не могут на улице подчеркнуть. Мы знаем, что молодежь может подчеркнуть на улице, в подворотне там, или еще что-то. Надо приучать их книгами. Вот я думаю, что моя книга тоже работает как-то на детей, на следующее поколение. Вот так. Спасибо. Давайте к следующему вопросу. Из повести «Дай доброты его сердечку» понятно, что война стала большим горем для каждой семьи. Как война коснулась вашей семьи? Коснулась примерно так же, как большинства других семей. Вот. В моем роде было много мужчин. Вот у моей бабушки было 11 детей. Из них, кажется, 8 мужиков. Вот когда началась война, наверное, 6 или 7 человек, они вместе толпой пошли в военкомат. Берите меня на войну. Вот. Многие погибли. Осталось, кажется, дай Бог памяти, 3 человека. Остальные погибли. Они были хорошими воинами. Они воинами были еще со старых времен, когда Русь защищалась от набегов половцев. И тогда уже были при оружии. Поэтому я вспоминаю их как героев. Спасибо. Считаете ли вы дружбу в повести примером настоящей дружбы для вас? Может ли она стать для других ребят, читателей книги, образцом? Если готов молодой человек к тому, чтобы понять по этой повести, что такое дружба, он станет хорошим другом. Если он будет это использовать просто как картинки, ну так, от нечего делать, прочитал, да, забавно, все нормально, забыл. Через неделю он уже не помнит. Никакая книга ему не поможет. Должно что-то внутри его, в голове, в сердце уже быть. А книга, она поможет этим качеством стать, ну как бы сказать, его жизненной необходимостью повседневной. И тогда он каждый день будет проявлять себя как друг, каждый день будет проявлять себя как добрый человек, способный помочь ближним. И тогда за него не нужно будет беспокоиться. Он вырастет настоящим человеком. Было ли у вас в вашем детстве столько приключений, как в рассказе? Почему действие происходит именно в Белогорье?
Ну, в Белогорье было много событий, но они и дальше продолжались. Эти события суровые не оставляли меня очень долго. Вот есть еще одна книга «Дорога стального цвета». По сути, эта книга обо мне только, и там другой герой, другое имя и прочее, и прочее. Зачем я сам себя-то буду в книгу вставлять? Достаточно того, что я ее пишу. Вот. Но есть любители, которые вот книги про себя пишут. Я их не приветствую, сам не собираюсь этим заниматься. А вот мой опыт тоже, опять же, суровый. Это уже война прошла, уже начали ее забывать. Вот. Суровый, вот он лег в основу этой книги. Мой опыт я, так сказать, передал вот герою, которому дал другое имя, Зубарев, Зуб. И она пошла, и ее читает. Так, а что же для вас значит Родина? Вот я не знаю, многие ли люди задумываются, почему она так называется Родина. Я уверен, что многие и знают, но многие и не знают. Родина — это, так сказать, то, что рожает. Она нам дала жизнь вместе с матерью. Мать — это тоже ведь наша Родина, это святое. Как Родина, так и мать — это святое, чем нужно дорожить. Вот. Но вот чем является Родина? Вот я рассказывал, как мои предки, да это миллионы людей защищали свою Родину. Они шли на смерть. Ведь погибло-то страшное количество этих патриотов. И мы им благодарны, и они ведь, никто из них, из фронтовиков, никто никогда, ни при каких условиях не пожалеет о том, что он был на войне, что вот трудности и прочее, прочее. Этого не было и никогда не будет. Почему? Потому что это патриоты. Патриотизм — великое качество человеческое. Не каждый его имеет. И вот молодежь, не вся, конечно, но часть молодежи вот никак не может понять, что такое для него Родина и почему ею нужно дорожить. И вот поэтому они называют, значит, Родину Рашка. Ну что такое? Это же такое пренебрежительное, это оскорбительное. Вот это моя Рашка, это значит моя Родина, да? Вот, и я уже вот на выступлении с ребятами там говорили, я уже сказал, что я смотрю в лицо этому человеку. Во-первых, я руки ему не подам никогда. Вот. Потом смотрю в лицо человеку, который его Родину называют Рашкой, я вижу не лицо, я вижу ряжку. Понимаете? У него нет лица. Потому что лицо — это доблесть, это честь, это ум и прочее, прочее. А если этого нет, то какое лицо? Ну да, нос там есть и прочее, но ведь должно быть лицо. А лицо — это когда взгляд мудрый, когда улыбка честная, когда рассуждения грамотные, и видно, что он в школе хорошо учился, и дальше он следит за собой. Вот тогда лицо. Я очень четко различаю лица и не лица. Спасибо вам большое за то, что ответили на мои вопросы. Пожалуйста.